Дорогие мои друзья, коллеги, в результате обмена идеями со стороны Вашингтона и Москвы ныне сложилась ситуация, когда мы можем снова говорить о восстановлении американо-российского диалога. Скажу вам прямо, что мы, я имею в виду Россию, очень заинтересованы в этом положении. Почему? Да потому что по экономическим данным мы находимся где-то примерно на седьмом месте. По наше военное потенциал, хотя и он и велик, но все же нам требуются гигантские усилия, чтобы его содержать в правильном состоянии и чтобы он не уступал первой стране мира, Соединенным Штатам и так далее и тому подобное. А когда мы ведем переговоры с ведущей страной мира, мы как бы создаем клуб. Мы создаем такой надклуб, это вот сверхклуб. Это две стороны, которые могут обсуждать жизнь на Земле, возможности уничтожения этой жизни, как предотвратить эти несчастные возможности. И все это позволяет России в этой ситуации быть одной из двух величайших держав. Когда велся американо, тогда советский диалог, начавшийся в 60-е годы, особенно активные 70-е годы, в 80-е годы, тогда всем было ясно, что две эти стороны, они являются собой суперклуб, главное объединение, на котором обсуждаются наиболее животрепещущие проблемы бытия на Земле. И вот в ситуации, когда вице-президент США и наш вице-премьер заявили о том, что обе стороны заинтересованы в воссоздании такого диалога, мы говорим о вероятии его восстановления. Подумаем также о том, что 2009 год особенный год. Это год, когда оканчивается действие самого главного из наших тогда советско-американских соглашений, а именно СНВ-2. Его действие оканчивается в 2009 году, то есть в текущем году. Это тот самый договор, согласно которому мы уничтожили половину своих тяжелых ракет, тех самых, которые на Западе называют «Сатана», СС-18. Из 300 сейчас осталось примерно 150 ракет. Это тот самый договор, это пухлая папка документов, этот договор, который нам позволял создать настоящий баланс сил между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. И мы хотели бы и сейчас, чтобы, первое, шли эти переговоры, и, во-вторых, чтобы ни одна из держав не вырывалась вперед. Мы переходим сейчас с ракет с жидким топливом, типичных для нашей страны в 60-е, 80-е годы, на твердое топливо. Твердое топливо позволяет нашим ракетам быть мобильными, позволяет быть менее видимыми, более точными. И, соответственно, как бы там ни было, но мы нуждаемся в том, чтобы в течение, через поколение, через 20-25 лет ставить на дежурство новые ракеты. Когда мы это делаем совместно с Соединенными Штатами, мы точно знаем цели, мы точно знаем, что делают Соединенные Штаты. Единственная в мире страна, которая может нас уничтожить. И тогда по-настоящему придается ядерному оружию значение нашего главного гаранта независимости. Никто в этом мире никогда не посмеет нанести удар по стране, ответный удар который будет всесокрушающим. И поэтому мы можем спать спокойно и думать о более мирных замыслах, когда у нас есть такая гигантская сила второго ответного удара.
Тот факт, что после восьмилетия, пустого восьмилетия Джорджа Буша начинается новый переговорный этап, и американская дипломатия показала свою готовность к этому диалогу, является очень отрадным. Те 8 лет особенно характерны 2002 год, доктриной Буша, в которой говорилось, что Соединенные Штаты Америки недовольны не только тем, что кто-то может нанести по ним удар, но даже самой потенциальной возможностью нанесения такого удара. Это означало, что любая страна мира, которая пыталась создать силы устрашения, силы своей суверенности, находилась под дамокловым мечом американского противоудара. В связи с этим представляется, что то, что началось в Мюнхене в 2007 году, я упоминаю здесь речь Владимира Владимировича Путина, и Мюнхенская встреча этого года, характерная речью вице-президента США и вице-премьера Иванова, начинает новую эпоху в глобальных российско-американских отношениях. Это есть люди скептически настроенные, и их можно легко понять, потому что во времена Горбачева и в период дипломатии Шеварднадзе Советский Союз тогда многое отдал просто так, ради того, чтобы показать свое миролюбие, да и просто ради того, чтобы выглядеть более миролюбивым и сенсационным образом производить односторонние действия. Мы стоим сейчас на перепутье двух дорог. Если мы пойдем по пути Горбачева и Шеварднадзе и будем собственными силами ради того, ради аплодисментов минутных уничтожать собственное ракетное оружие, уходить с баз на Кубе или Вьетнаме, если мы будем уменьшать наши возможности ответного удара, то это, конечно, будет весьма прискорбным развитием обстоятельств. Но если же мы пойдем по умудренному пути 60-х, 70-х годов и будем драться за каждую дипломатическую уступку, будем отстаивать свои собственные интересы, то это нам даст шанс и сохранить огромный наш потенциал и восстановить новые силы. У нас строятся новые подводные лодки, мы строим новые мобильные ракеты, такие как Тополь-М. Мы можем обновить наш ядерный потенциал без паники, учитывая положение нашего народа, не расходуя лишние деньги, а именно в положении, когда мы можем самым оптимальным образом увеличить свою физическую силу. Так вот, представляется, что это перепутье, на котором мы находимся, оно обязывает нам, если мы учим, если история чему-то учит, она учит тому, что следует любить свою страну, не следует полагаться на благое отношение чужой державы. Ведь мы же развалили свой блок, а соседний блок только увеличивается и так далее. Поэтому мне хочется сказать, что происходящее очень позитивное явление. Происходящее это налаживание новых российско-американских отношений. Учтите, колоссальная мощь Соединенных Штатов, но только военные расходы это 600 миллиардов долларов. Это колоссальная сила, которая может быть более дружественной нам, менее опасной, и в отношениях с которой мы можем считать себя более равными на условиях, когда в мирной обстановке мы можем наращивать свои ядерные возможности. Позволяет нам сокращать лишние вооружения и создавать оптимальную систему вооружения. Спасибо вам за внимание.